Здравствуйте! Продолжаем новое утро. И сегодня у нас гость, представитель областной филармонии имени Газизы Жубановой. Рада приветствовать в нашей студии художественного руководителя Казахского камерного хора Мирбола Куспанова. Здравствуйте, Мирбол. Здравствуйте, Я знаю, что вы сейчас в очень хорошем настроении, потому что вы вернулись из Польши, где проходил фестиваль хоровой церковной музыки. И вы на этом конкурсе заняли второе место. Мне кажется, второе место на таком конкурсе – это гран-при на любом другом. Да, вы правы. Это действительно очень серьезная такая тема, куда вы не побоялись окунуться. Расскажите, как вообще все это происходило? Вообще, это доброе утро всем актюбинцам, всем моим землякам. Я всегда говорил, что я не боюсь экспериментов никаких. И благо, что у меня это все получается. Наверное, это не от того, что это мое желание. Нет, это, наверное, поколение альфа, которое хочет быть везде первыми, везде все посмотреть, окунуться в эту атмосферу. В декабре прошлом году мне позвонил главный хормейстер Астана-опера Ержан Даутов, заслуженный деятель РК. Он предложил: Мирбол, не хочешь ли ты со своим коллективом поехать в Польшу? Я тогда не расслышал, что это церковная музыка. Он мне сказал, что это конкурс. И я так обрадовался. Я говорю: да, я хочу. Но мало ли, что мы хотим. Мы потихонечку посчитали смету. Смета такая довольно внушительная сумма. Вот прям в начале программы хочу сказать огромное спасибо областному акимату в лице нашего Асхата Берлешевича за то, что поддержал. Казахи поехали на конкурс церковный. Церковной, католической музыки. Да. Ну, не только католической, еще и православной. Да. От Бортнянского до Твардовского. У нас впервые в истории нашего 34-летнего хора впервые польский композитор в репертуаре Рамуэль Твардовский. И сложнейший его хоровой концерт. Бортнянский. Ну, вы же знаете темп работы нашей филармонии. У нас текущих концертов сколько, областных мероприятий сколько, даты. Да вы задействованы практически каждую неделю и не один раз в неделю. И у нас буквально на подготовку шло, можно сказать, считанные месяцы. Но мы потихонечку начали это все разучивать. Духовная музыка, она есть в нашем репертуаре. Начиная от Турумаса Гедулиновича, когда он создал этот коллектив, он уже внедрял духовную музыку. Рахманинова пели, всеночную, я помню. Все, весь этот есть, но именно по условиям надо петь от Бортнянского до Твардовского. Это Вербицкий. Ну, то есть это 18 век, да. И, наверное, и раньше тоже. А самая классика католическая была хоралы? Нет. Нет, только композиторы, да? Только композиторы. И вот даже у меня в руках вот программку уже дают, и вперед ты начинаешь разучивать, и ты видишь, что здесь все композиторы. Все, кто писал духовную музыку, да, начиная с 18 века. Они росли на этой музыке. Все те, с кем мы состязались. Ну, вообще было 15 хоров, да? 15 из хоров разных стран. Из 9 стран. Это вот Литва, Польша, Украина, Словакия, Словения, Эстония, Свободная Беларусь, кстати, еще была. Ну, то есть это те страны, где вообще поют в церкви с детства? С детства. Они поют с детства, они его слушают. Это их, прям можно сказать, как гимн. Как народная музыка. Как народная музыка. Что я могу сказать? Вообще, сама по себе страна потрясла меня. Потрясла тем, что очень зеленая страна. Очень зеленая страна. Везде все зелено, везде леса, везде поля засеянные. Вот нету ни клочка земли, который просто пустой. Но у них территории не очень большие в Европе. Не очень большая. И поэтому все ухожено, все успевают И, наверное, климат тоже играет роль, потому что я не видел ни одно высохшее дерево. Ни одно.
А вернусь к конкурсу. Мы прилетели в Варшаву. У нас был первый фестивальный концерт. Костел, католическая церковь. Очень старинная. Наша гримерка находилась прям под этим зданием. Мы по кругу вот так вот спускались. По винтовой лестнице. Да, по винтовой лестнице того века. И, конечно, все знают, что хоровая музыка, она вышла оттуда, от церкви. И никогда, да, вот мои артисты, есть мои артисты, которые работают в церкви, есть, которые выступали когда-то в церкви, но большинство из 60% они не имели возможности вообще зайти в церковь, да, и, скажем так, выступить еще там. А у нас целая внушительная программа, 25 минут мы пели. И вы сами понимаете эту акустику, да, вы представляете эту акустику, когда ты просто взял дыхание, поставил аккорд, и этот аккорд ушел под купол. Да, он летит, и ты прям в чистоте. И когда вот создана эта акустика для этого пения, да, тебе поется еще легче. Вы же знаете, когда глухие залы бывают, ты не слышишь, во-первых, себя, не слышишь соседей. А в хоре это играет большую роль, когда партию ты слышишь. И потом, видимо, вот то, что именно в костеле это все происходило, сама атмосфера создавалась, Да, духовности. Да. Мы пели Бортнянского, шестой концерт «Слава Вышних Богу», концерт номер 16, Твардовского Рамуэльда пели, так, «Воспойте Господи», песнь новую, пели Бортнянского «Многое лето» и пели «Ангел вопиаши» Вербицкого. Это, к тому же, еще и старославянский язык. Да. Это не только чистота строя, что для хора очень важно. И в вашем хоре я знаю, что это прям вот такое главное требование, да? Чистота интонации. Чистота интонации. И чистота строя. Обязательно. Но еще и язык. Это очень сложный язык для пения. В принципе, он, знаете, когда есть в хоре артисты, которые сталкивались с этим, пели в церкви, и они мне помогли в этом отношении. И, конечно же, мы сразу же, я всегда требователен к своим артистам, чтобы всегда была ручка на руках, чтобы они всегда партитуру разрисовывали, потому что это их партитура, и они должны все время писать и внедряться в нее. Потому что, вы знаете, ведь в духовной музыке там есть определенная строгость. Там, если написано пиано, это должно быть пиано, форте, это должно быть форте, не говоря уже о самой вот всего музыкального, да? После выступления Варшавы, мы когда вышли оттуда, с этого костела, у меня такое чувство было, как будто
Вот мы сделали это уже, как будто сам фестиваль закончился в этом костеле. То есть вы получили все впечатления? Я лично получил которые все можно было. впечатления. И с нами вместе выступал украинский женский хор и выступал хор из Литвы. Мужской хор. И вы знаете, они росли на этой музыке, и им это легко подается. А мы для них были как африканцы, которые приехали и поют еще их музыку. Экзотика была своего рода. Да, своего рода. Вообще здесь хочу отметить, что один Димаш чего стоит. Как встретил его Дирс нас в Польше. Да, Дирс – это группа поклонников, которые есть Да. практически сейчас в каждой стране. Да, и оказывается, что именно в Польше их 10 тысяч, активных 3 тысячи. И нас встречают в аэропорту, мы выходим, 6 женщин, которые одеты в национальную нашу одежду, накидку у них, нам кидают шашу и приветствуют на нашем языке. И это так приятно было, на самом деле. Мы как будто сразу, как будто и не уезжали никуда, как будто мы домой приехали, да. Вернусь к конкурсу, в Варшаве у нас закончился концерт. После этого мы поехали в Белосток, где проходит сам конкурс. Город 350 тысяч человек, очень много церквей, очень много православной, католической. Мы приехали в филармонию. Филармония маленькая, невысокая, вообще вот буквально 2 этажа, но при этом в этой маленькой филармонии есть 3 зала. Один большой, 2 маленьких камерных. В одном из камерном зале стоит орган. То, что мы удивились, да, как это в маленьком, вот маленькой Для небольшой аудитории зрителей. Для 50 человек не стоит орган, а в другой, там больше где-то 70-80 человек, там стоит рояль, где можно вокальные песни, вокальные произведения петь. И сам большой зал, в котором... А в большом зале тоже орган? Нет, в большом зале нету органа, а есть просто концертный зал, который все из дерева, и акустика отличная, шикарная. Мы пели и пели для себя, пели конкурсную программу. Конечно, все собираются перед конкурсом, да, жюри сидит. Было чуть-чуть, для меня было чуть-чуть сложно, потому что это уже как бы ответственно, когда уже сидят члены жюри, да, и у каждого по камертону, и они прям следят за твоим движением всем. Это было... А вот выступать на гала-концерте было легко всем. Ну, вообще, конечно, для вас концерт – это удовольствие общения с публикой. Да. А любой конкурс – это напряжение от того, что за тобой следят и ищут у тебя ошибки, к чему тебе придраться. На конкурсе сложно, конечно, Вот когда вот конкурсное выступление закончилось, нам Миколай Бушко, президент конкурса, скажем, директор, он сказал, что для публики исполните 2 произведения своих. Ну, конечно, после того, как мы уже конкурсную программу отпели, не уходя, сразу же спели свои 2 народные произведения, от которого публика была просто в восторге. Когда наш Серик, золотой голос нашего хора, запел «Самалтау», жюри сидело, ревело. Ну да. По-моему, когда Серик запевает, слезы у всего зала однозначно Наверное, возникают. Да. Потому что я-то не вижу, я как дирижер, да, я слежу за своими артистами, я вижу их эмоции, а после того, как мы вышли, и мои артисты говорят, там жюри плакали, сидели. И это, наверное, то, что наша основная цель была, это, конечно, когда создавался коллектив, это казахский камерный хор, чтобы пропаганда шла именно казахской музыки. Мы знали, что мы едем на конкурс церковной музыки, мы знали, что, возможно, нам и не дадут возможности на сцене исполнить нашу музыку, но нам дали, мы 3 раза пели свою музыку. И после оглашения результата нам сказали, что мы взяли 2 место. Но для меня лично, да, для молодого хормейстера, который не обучался, скажем так, церковной музыке, человеку, который обучался светской более музыке, который сейчас в 21 веке живет, когда рыночная экономика идет, когда ты должен петь все, что написано, пишется, и все должен быть все время в тренде. Для меня это не то, что гран-при, это абсолютно победитель. Для Конечно, меня. конечно. Для меня лично. Вы знаете, вот то, что все-таки есть люди, которые погружаются в эту культуру,
погружаются и сохраняют ее таким образом. Это уникально. И, наверное, вот то, что вы прикоснулись к этому, это достойно того, чтобы остаться в истории. Не только в вашей истории, вообще в истории казахского хорового пения. Да, и вообще Николай Бушко говорит, что после оглашения результата, после всего он ко мне подошел и, видит же, что у меня там, на моем лице все время все написано. Мое состояние души, потому что глаз-то человека не обманет. И он ко мне подходит и, держа меня за руку, и говорит: Мирбол, лучший коллектив у нас всегда завершает наш фестиваль. А эту честь взяли вы. Видите? И говорит, фактически все было сказано. Лучший дирижер дирижирует сводным хором, который выйдет на сцену. Все исполнители, да? Да. И все вы будете 15 вместе, хоров, и сколько и там вы будете, не одна сотня людей. Вы будете дирижировать, и это говорит о том, что вы самый лучший. А что вы пели все вместе? Все вместе мы пели Бортнянского «Многое лето». «Многое лето». Да. И мы его пели аж 2 раза, потому что как сказать, мы отпели свою часть гала-концерта, да, это Бортнянский «Слава Вышнему Богу», и отпели Твардовского. Мои артисты слушают все, я их заставляю: идите в зал, садитесь, слушайте все хоры, и потом вы мне скажете, какой хор был, скажем так, отличие. Произвел на вас самое впечатление сильно. И они вышли и говорят: ну хорошо, чисто поют, у этого программа интересна. А потом, после нашего выступления, я поворачиваюсь назад, а встает весь зал, 600 человек. Все стоя хлопают ровно минуту. И в этот момент должны были уже хоры выйти. Их задерживают, и Николай Бушко мне за кулисы говорит: одно произведение исполните своего народа. И мы спели 16 девушек, нашу народную. Конечно же, у всех настроение. И тут посыпались бис, да, вот эти вот. Потому что все, по-моему, не сорвали коллективно. В этот момент, по-моему, все чуть-чуть как бы захотели еще больше услышать. Несомненно. От нас. И тут выходит, я уже как бы стою к зрителям, и тут выходят хоры, я не вижу, я смотрю к зрителям, и объявляют, что будет дирижировать Мирбол Куспанов. Я поворачиваюсь назад, а сзади стоит 250, то ли 300 человек в 4 ряда. Мой хор впереди, с этой стороны стоят все, и все выходят, и я на всех смотрю, держу камертон, у меня руки чуть-чуть дрожат, да, как бы тон им дать правильный, да, до мажор. И мы начинаем запевать, и мне становится комфортно. Они все смотрят на меня и прям дышат со мной, живут со мной. Эти буквально 16 тактов, да. А потом все хлопают, все радостные. Закончился конкурс, да, уже все, последний аккорд поставлен, «Многое лето». Но еще захотел зритель. Я уже во 2-й раз даю. Мне Бортнянский сам написал, конечно, в до-мажоре, но мы в хоре его исполняем всегда в ре-мажоре. Я уже дал чуть-чуть. И вы на тон подняли. Да, и мы на тон подняли на ре-мажор и спели в ре-мажоре. И тут вы же знаете, что в хоре все слышащие же. Ну, конечно. Тут, когда я даю ре-мажор, я вижу по лицам хоров из разных стран, что они все оживились. Они поняли, что это в ре-мажоре, и им будет сейчас комфортно. И они отпели его, и было замечательно. И все закончилось, мы обнялись, мы вышли на улицу. Вы знаете, что мы просто так сесть в автобус и не можем уехать. Это не в нашей традиции. Мы сразу же к нам все, бросились, зрители, видимо, все к нам бросились. Все хоровые коллективы начали уезжать, но толпа стоит возле нас, все с нами фотографируются, звездами фотографируются, берут автографы, берут интервью, дарят подарки. И мы начинаем для них петь свою музыку, начиная от нашего народного и заканчивая Байхадамовым, да, и, конечно же, польская песня, которую все знают, «Тохтаня солуга суэс деген». Да, которая она и казахская, и польская. Да. Мы его поем, а нам
подпевают местные о-о, о-о. Они на своем, мы на своем. И это было на самом деле вот дух фестиваля, дух конкурса в этот момент просто-напросто от меня ушел. Потому что для меня было чуть-чуть, вот я же говорю, мы же осознаем все после того, как это все заканчивается, когда ты сам с собой остаешься и начинаешь думать свой долгий путь к этому, а потом, когда это все завершается, и ты на самом деле думаешь, какой ты молодец, Мирбол. Да, Мирбол, вот то, что молодец, я думаю, что все абсолютно с этим согласны. И вот ваши впечатления, они, конечно, несомненно, дальше наложатся уже на следующую работу. Какие сейчас у вас задачи? Что сейчас? Open Air ближайшее? Open Air ближайшее у меня 7 числа будет впервые. Мне стыдно, конечно, в этом признаваться. Впервые мы поедем в Байганский район. За 34 года, как создался коллектив, он впервые поедет в Байганин, будет давать свой концерт. Вообще у меня в этом году, вот до конца 2025 года, объездить все регионы. Все районы области? Все районы. Все райцентры? Да, райцентры. Хочу поехать в Шалхар. Хочу поехать вот в Байганин. Хочу поехать в Ойл. Я хочу объездить все районы, веду переговоры иногда с районными акимами, иногда с начальниками управления, да, или отделов, потому что коллектив-то был создан для пропаганды, и мы, областной коллектив, мы как бы должны перекрыть вот эту вот именно хоровую музыку, которую нуждаются. Да? Хоровое пение – это народное пение. Это я везу легкую программу, которая вместе зал будет вместе со мной сидеть и вместе будем петь. Я им могу отдать главный голос, а мы можем 2, 3, 4, 5 аккомпанемент держать. Для них это будет интересно. И моя основная цель 25 год – объездить именно наши все райцентры. И это должно сбыться, потому что в следующем году будет большое событие, 35 лет. Да, и таким образом к своему юбилею вы уже соберете такую значительную историю открытий. Да, открытий. За 10 лет, вот в этом году, кстати, у меня юбилейный год. Мне 10 лет, как вы возглавляете. 10 лет, да, как я возглавляю. В январе 2015 года меня назначили исполнительным, временно исполняющим обязанности, а в августе 2010 меня уже утвердили в этой должности. И за эти 10 лет у нас уже 6-я страна в копилке. Это Россия, Украина, это Турция, это Южная Корея, Азербайджан. И вот теперь первые наши шаги именно начались с Польши. И я думаю, что будет их очень много, потому что у коллектива есть потенциал, у коллектив работящий. Коллектив знает, как надо, что нужно, живущий со временем, не теряет никакие традиции свои, не изменяет никаким своим принципам и не уступает никаким столичным, скажем так, звездным хорам. Абсолютно с вами согласна. И, Мирбол, и хочу еще вот в завершении нашей сегодняшней беседы сказать нашим зрителям, что каждое выступление Казахского камерного хора, как, собственно, и других коллективов нашей областной филармонии, это событие. Это событие, которое станет не только важным событием в истории филармонии, но еще и событие в жизни каждого человека, потому что все это остается в нашей памяти. Благодарю вас, Мирбол. Спасибо за интересный рассказ. И думаю, что все ваши следующие поездки тоже станут предметом нашего с вами обсуждения. Да. Всего доброго, Мирбол. Всего доброго. Успехов.